Центр современного искусства «Облака» и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Дорогие друзья, добрый день. В эфире программа «Парк искусства». Я ее ведущий, руководитель проекта «Парк искусств» Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин. Каждый раз в нашей студии люди, чьи идеи, чьи проекты меняют нашу жизнь к лучшему, делают ее интереснее, насыщеннее, полнее. И сегодня наши гости — это руководитель корпорации развития Республики Башкортостан Олег Голов и руководитель пресс-службы корпорации развития Республики Башкортостан Елена Арябнова. Друзья, привет. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, по традиции мы начинаем наш эфир всегда с новостей культуры. Однако сегодня мы эти традиции изменяем, потому что я забыл их распечатать. Простите, пожалуйста. Однако я обещаю, в комментариях я выложу по итогам о том, что же происходит у нас в культурной сфере в республике, в Уфе. Итак, друзья, вы совсем недавно, зато у нас будет больше времени пообщаться. Друзья, вы совсем недавно вернулись из Сочи. Да. Вот буквально вчера. Расскажите, вчера. как дорога прошла, как вообще перелет происходит от Сочи до Уфы по нашей необъятной родине? Ну, все через Москву. У нас вообще все летаем мы через Москву, к сожалению. Если, скажем, на запад это еще более-менее, то на восток очень страшно, потому что ты теряешь уйму времени, пролетая от Уфы до Москвы, а потом от Москвы через Уфу за Урал. А в Сочи, почти день тратишь туда и день обратно. Слушайте, скажите, пожалуйста, а вот горизонтальные связи, которые позволяют наладить, наверное, авиационное сообщение, в том числе, да и любое другое сообщение, каким образом они сейчас выстраиваются? Есть ли прямые контакты Сочи-Уфа, Уфа-Сочи, или же нет, или у нас все централизованно идет через федеральный центр? Есть контакты по прежним проектам, по прежним местам работы, по учебе. Поэтому контактов из Сочи, и с Краснодарским краем достаточно много. И каждый раз, приезжая в Сочи, мы встречаемся со своими друзьями, коллегами, обсуждаем. Горизонтальных связей очень много. Но если нет самолета, значит, недостаточно горизонтальных связей? Сейчас, вы же понимаете, система общения не обязательно через самолет все строится. Хорошо, тогда скажите, какой основной поток людей летит в Сочи? Вот с кем вы летели? Из Уфы, и с кем возвращались? Я даже сказать не могу, с кем мы летели. Потому что стыковочный рейс? Или... Это был просто стыковочный рейс, потому что на обратном пути, понятно, были люди, которые ехали с выходных, которые проводили в Сочи, да, потому что там есть сейчас как раз самая погода, может, они нам возле моря погулять и покататься в горах. Но туда, я бы не сказала, что все летели на форум, буквально несколько человек, потому что вся делегация выезжала в разное время и разными рейсами. В то, как кому-то нужно было на день раньше, кому-то в день, то есть у каждого задача была своя. Расскажите, как проходит форум, что там было, как люди выставляются, как мы выставились, в смысле мы республика. Да, республика в этом году в первый раз представила стенд Республики Башкортостан, солидный, так скажем, открытый, светлый, на котором проходили все подписания соглашения, которые были подписаны исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан. Там же была организована зона тет-а-тет общения, где все желающие, кто подходил к нашему стенду, могли получить квалифицированную, так скажем, помощь, подсказки по тем вопросам, которые их волновали, по индустриальным паркам, по всем вопросам. Олег, а кто занимался шпионажем у вас? Вы же наверняка ходили по соседним стендам. Все занимались, по большому счету. На самом деле, вы знаете, то, что в этом году стенд впервые мы сделали в Сочи, мы и до этого постоянно об этом говорили, что стенды на подобных мероприятиях однозначно необходимы, потому что это как является точкой притяжения. Башкирии все равно знают. Мы со своей стороны в той или иной части пытаемся продвинуть потенциал Башкирии, да, и, соответственно, все идут к нам. Когда не было стенда, мы ходили по другим стендам, смотрели, пытались кого-то вытащить с этого стенда, пообщаться, рассказать. Но когда ты на стенд, человек видит потенциал, видит, с кем можно пообщаться, и плюс ко всему же можно с разными людьми одновременно пообщаться. Конечно, стенд — это большое подспорье для такого рода. Кто съезжается на форум Сочи? Бизнес, чиновники различных регионов, федеральные чиновники, институты развития, которые федеральных очень много сейчас тоже созданы. За день до форума проводятся
форум Национального агентства институтов развития. Ежегодно он проводится, такой в нулевой день. Мы собираемся, обсуждаем общие проблемы, намечаем, какие перспективы есть, делимся опытом. Каждый год интересная достаточно аналитика представлена. Там разная публика. Но в основном это бизнес, который ищет возможности для реализации тех или иных проектов, не обязательно в своем регионе. То есть он ищет знакомства, насколько я понимаю. Да, и ищет знакомств, и ищет возможности реализовать, расширить бизнес, реализовать проекты, которые не совсем у него, скажем, в своем регионе они ложатся, да, с точки зрения сырья, потребителей и так далее. То есть, мы все понимаем, что туда бизнес не приезжает же с бухты-барахты, да? Он, наверное, приезжает уже с какими-то готовыми решениями. Любой форум — это большая предварительная работа. То есть нельзя сказать, что мы приехали и начали назначать все встречи. То есть сразу подписывать. И начали подписывать, да. Все, что происходит на форуме, да, это уже финал большой работы, которая проводится всей республикой. То есть это формализация такая, да? Формализация, где-то поставить красивую точку, где-то заявить о себе, да. Понимаете, это же форум, когда ты заявляешь, ты даешь сигнал рынку, да, что действительно вызываешь интерес партнеров, вызываешь интерес финансовых организаций к твоему проекту и вызываешь возможности в регионе создать некий кластер для реализации своего проекта. Поэтому вот эта подготовительная работа, она не видна, она очень долгая, кропотливая, большая команда, это различные ведомства, различные организации, а уже на форуме ставится точка, действительно, вернее, даже не точка, наверное, а некая линия отсечения, после которой проект уже реализуется семимильными так шагами. должно быть, все в одном месте, все встретили, собрали, все обсудили. подписали, да, и все, и какие-то документы подписали. Скажите, любую тему проще объяснять на примерах. Я знаю, что было подписано соглашение с какой-то крупной иностранной компанией по развитию агрокластера в республике. Были подписаны соглашения с Креманини, итальянская крупнейшая компания, поставщик мяса в сеть Макдональдс. Они на юге Башкирии реализуют свой проект. В марте мы уже выходим на площадку по строительству фидлотов. Фидлоты это что такое? Фидлоты — это, скажем так, открытое пространство, где бычки на откорме, они там существуют, едят. Но это не, скажем, не закрытое помещение, а это в открытом поле, только с двух сторон они закрыты земляными валами, с тем, чтобы ветер не гулял, там, не заносило их и так далее. Ясно. Скажите, а что этой компании итальянской нужно от республики? Во-первых, давайте начнем с того, что республика Башкирия по сравнению с соседними регионами, она выгодно географически расположена, да? С другой стороны, у нас очень интересное соотношение сельского и индустриального хозяйства. Если мы говорим, что у нас в сельском хозяйстве 38% населения живет в сельской местности, да, то это достаточно большой и опыт, и потенциал, чтобы выращивать и зерновые, овощные культуры, и, соответственно, молочное, мясное скотоводство. У нас есть достаточно много земель, потенциал с точки зрения трудовых ресурсов, но самое главное — это и дальнейшая переработка и транспортировка продукции. Ведь вопрос не что произвести, а вопрос кому продавать. Так вот, у нас с точки зрения географического расположения Башкирия расположена таким образом, что мы, во-первых, являемся границей между Европой и Азией, да, а с другой стороны, в радиусе 500 километров, то, что эффективно с точки зрения логистики, проживает 42 миллиона населения, 6 городов-миллионников. Это тот потенциал, который действительно будет... рынок приличный. Рынок сбыта, да. Рынок приличный, действительно, людей много. Скажите, пожалуйста, я читал аналитику недавно совсем, я могу ошибаться, но присматриваетесь ли вы к этой аналитике? Аналитика из Соединенных Штатов Америки. У них из 300 миллионов в сельском хозяйстве занято 2 миллиона. Это правда или нет? И какой объем
занятых людей в сельском хозяйстве, это причем при условии того, что в Штатах это все-таки южнее немножко, там потеплее, типа там Краснодарского края, да, по локации. Ну, там тоже разные есть. Ну, Канада есть разная, а Соединенные Штаты это, в общем-то, позднее. А какой потенциал у нас занятых в сельском хозяйстве людей в количестве? И что будет с теми 38% населения, это 2 миллиона, которые сейчас проживают в сельском хозяйстве, только в Башкирии? Ну, не 2, а 1,5 почти, да. Но вопрос в том, что, вы понимаете, у них же тоже очень достаточно много населения, так скажем, неучтенного, задействованного в сельском хозяйстве. Это и нелегальные мигранты, которые задействованы в сельском хозяйстве. Но здесь необходимо смотреть на технологии, да, и я думаю, и у нас будут применение технологий, и рано или поздно доля занятых в сельском хозяйстве, она будет сокращаться. Ну, соответственно, дальше они будут укрупняться в города, переходить в индустриализацию. Ну, это нормальный эволюционный процесс. Ну да, нормальный переход от аграрной экономики к индустриальной, это совершенно естественно. И, наверное, даже не может не радовать, потому что, ну, когда, помните, в начале века прошлого была реформа, которая прямо даже клуб есть, Столыпинский клуб, Столыпинская аграрная реформа, и как-то вот, когда ты внутри темы, ты так воодушевлен, начинаешь говорить о том, что да, это классно, а потом отвлекаешься, ты думаешь, елки-палки, во всем мире индустриальная революция шла, а мы все про аграрную реформу говорим. На самом деле, та аграрная реформа, которая была в начале 20 века, она дала большие плоды впоследствии для индустриализации. Во-первых, это и более равномерное расселение населения в России, да, и Западная Сибирь бы не освоилась, если бы не было Столыпинской реформы. То есть то, что мы начали добывать нефть и нефтепереработка, без Столыпинской реформы это вряд ли было бы осуществлено. Ну, слава богу, история не терпит сослагательных наклонений, да, что было, то было. И, бог с ним, скажите, пожалуйста, в этом году вы ходили по соседним стендам? Я понял, что у нас будет классная... Напротив нас стояла корпорация развития Крыма. И это я видел, да. Да, наши друзья. Насколько они миллиардов заключили соглашений? Слушайте, я даже не могу вам сказать, потому что... Но есть определенные ограничения, да, все-таки по Крыму. И желающих много, но я не знаю, там, насколько они афишировали свои заключенные контракты. Потому что, как сказать, во-первых, ты не то, что там все время ходишь и смотришь, как у других. Ты вроде пробежал по всем стендам. Вот меня лично интересует, что на стенде лежит, какой дизайн стендов, да, что применили, какие технологии, какая раздатка. Это понятно, да. У меня профдеформация. Да, это понятно, все нормально. Интересно, проекты. Ну, проекты... Мы про Крым или про нас? Вообще. То, что заинтересовало, что хотелось бы, чтобы было тоже и у нас. Но смотрите, то, что сделано достаточно давно, шла к чему Ульяновская область, например, они заключили соглашение по кластеризации, но у них достаточно большой машиностроительный все-таки сектор экономики, и у них 2 особые экономические зоны, где собраны это все производства. Соответственно, ну вот то, к чему нам надо идти по кластеризации. Это какие-то высокотехнологичные производства, да? Да. А у нас есть потенциал привлечения? Да. И кто эти ребята? Кто эти ребята, кто готов привлекать, или кто эти ребята, кто готов прийти? Кто эти ребята, кто готов такие проекты презентовать вам, для того, чтобы вы помогали привлекать? Дело в том, что, как сказать, деньги любят тишину, да, и когда очень часто общаешься, вот это к вопросу о подписании соглашений, когда ты ведешь проект от первых переговоров до, скажем, подписания, иногда 1,5-2 года проходит. И все это время нас потенциальные инвесторы просят, давайте информацию не давать. До того момента, пока все вопросы не урегулируются, там юридически, где-то соглашения, заявления и прочее, они стараются не афишировать эти вещи. Это нормально, потому что конкуренты не дремят. Если ты заявился, значит, надо конкурентам ускоряться, где-то какие-то свои вещи делать. Поэтому
Ну, сейчас пока рано о чем-то говорить. Слушайте, ну существуют ведь и антикейсы, которые прям болью отражаются вот на сердце. Например, тот же кейс Кроношпана, который вызвал потом огромное обсуждение в обществе, когда он был сделан по факту, и классный был проект. политизирован все равно. Неважно кто, это же, вот это технологические моменты, они, собственно говоря, никому не интересны. Легло на благоприятную почву. Да, это же... Вот Момент в том, но если бы он был обсужден, это же риск, который инвестор, ну, по крайней мере, должен оценить и списать. Если бы он был смотрите, вот их конкуренты турки, Угу. да, в особой экономической зоне, они пока не запустили завод, они тоже ничего не афишировали. Причем в соседнем регионе, чуть позже, чем Кроношпан у нас, они запускали такое же производство. Турки. Но ведь есть риск, который, ну, прям вот существенный, когда люди там поднимаются. Ну, смотрите, существенный риск. Есть контролирующие органы, да, Ростехнадзор, Россанэпиднадзор там, и прочее. Но им не доверяет общество. А почему не доверяет? Потому Это что стандарты, не знаю, это почему. ГОСТы и Почему так не далее. доверяет? Что значит не доверять? Ну, у нас как-то очень часто звучит вот отрицание. Да. Мы ничему не верим, мы ничему не доверяем и так далее. Но при этом мы идем в магазин, всех ругаем производителей, что они нас обманывают, берем те же самые продукты, Едим и говорим, нас да, обманули. и все, да, и все равно нас обмануть. Ну не ешьте. Ну, это логично, но мы об этом говорим здесь. Однако существует риск, который потом выливается в определенные проблемы для тех денег, которые туда зашли. И это не может не сказываться на инвестиционном климате. Это сказывается однозначно на инвестиционном климате, но... То есть, и вот в данном случае, как власть должна реагировать на тот протест, который происходит по факту, когда люди начинают вообще... Разъяснять, показывать документы, что санитарно-защитные зоны соблюдаются, что все необходимые вещи, которые должны сделаны быть с точки зрения экологии и других вещей, они будут сделаны. Других вариантов нет. Потому что если мы изначально будем выносить на общественное обсуждение, а давайте построим завод, да, то обязательно найдутся люди, а чаще всего даже найдутся и конкуренты, которые будут готовы проплатить многие вещи, чтобы завод там не состоялся. Потому что это конкурентное преимущество. Смотрите, у нас лесов очень много, да, у нас отстойной древесины крайне много, да, мы из того потенциала, который имеем в лесах, мы не используем, ну, даже 20%. Я в курсе, то есть да, это... и вопрос того, что плохо или хорошо иметь здесь производство, которое занимается лесопереработкой, однозначно хорошо. Почему? Потому что создаются рабочие места в том же Заурале, да, где идет заготовление. Создаются новые высокотехнологичные рабочие места, высокопроизводительные рабочие места, там, где строится завод. Просто, понимаете, подготовка кадров, она же тоже не просто так и не на ровном месте может возникнуть. Да? Новое создать учебное заведение или в уже имеющемся учебном заведении. Ну да, подготовить тех же специалистов. Это все-таки разные вещи. Согласен, но получается сейчас есть два вектора, которые друг другу противоречат. Да? Они там разнонаправленные. Инвесторы говорят, мы хотим в тишине быстренько все это организовать. Когда их предупреждают о рисках, они говорят, мы готовы нести эти риски, и потом ничего не будем говорить, если будет негодование общества. Так что ли? Это получается? Ну, не совсем. Вы знаете, инвесторы, особенно иностранные инвесторы, они на самом деле эти все риски просчитывают, и они всегда заранее стараются нивелировать эти риски. И поэтому никто из инвесторов, вкладывая большие суммы, не будет вкладывать в те проекты, которые где-то чего-то умалчивается с точки зрения санитарных вот этих всех экологических вещей, потому что репутационные риски стоят гораздо дороже. Ну да, согласен. Вот на той неделе начали проект агропарка, и об этом уже всем сообщили. Вот корпорация «Развитие», да, подписала договор. Ну, мы подписали соглашение. То есть Да, который в ПДМАЛОВо будет находиться. Нет, да? Нет, не в ПДМАЛОВо, Уфимский. у нас два таких проекта. Они не аналогичны, они все-таки разные, но смысл в чем? Чтобы вы понимали, мы этот проект тащили почти 1,5 года. А что там будет в агропарке? В агропарке? Уфимском. В любом. Давайте так. Что такое агропарк? Есть понятие индустриальный парк, да, где собраны
Заводы, да. Там есть определенные переделы, там можно... Для чего создается индустриальный парк? Есть якорь, и вокруг якоря там малый-средний бизнес. Есть, да. И вокруг него... Да, там, малый-средний бизнес, который или там. из его продукции делает следующие переделы, или делает некие заготовки, которые идут в основное производство. Но в индустриальном парке пищевую промышленность, переработку сельскохозяйственной продукции невозможно разместить. Вот тут как раз есть ограничения санитарно-защитных зон, где нельзя то, нельзя это и так далее. Ничего нельзя, да. То есть в промышленном парке мы производство пищевой промышленности мы не разместим. Поэтому была создана идея, что мы собираем пищевую промышленность в отдельной территории, и там же будет логистическая составляющая, которая будет эту продукцию дальше развозить, формировать заказы как по Уфе, близлежащим городам, так и за пределы республики. А кто будет якорем? Какой-нибудь «Магнит», «Пятерочка» со своими складами логистическими или нет? В Подымалово есть уже потенциально один. Опять есть уже? Деньги любят. Да. Есть уже, но деньги любят тишину. Да. Вот. Ну, вы знаете, пока инвестор сам не захочет об этом сказать, я как человек, который вот на связке, да, я не имею морального права. Я не хочу, не согласовано. Да, я не хочу, чтобы проект не состоялся. Я очень хочу, чтобы проект состоялся. И вот в нашем агрологистическом Уфимском парке там тоже есть якори потенциальные. Они достаточно крупные, известные не только в стране, но и за рубежом. Есть один французский оператор. И я надеюсь, что вот в течение 19-го, первой половины 2020 года будут подписаны все соглашения с потенциальными операторами, с которыми были проведены переговоры. Ну классно, пусть это будет тот французский оператор ритейла, о котором нельзя говорить. Скажите, а что дает республика тем резидентам, у нас буквально там осталась минутка, которые разместили свои производства в агрокомплексе, в агропарке? Ну, во-первых, они имеют готовую инфраструктуру. За нее не платят? За подключение? Ну, за подключение есть определенные тарифы, но они платят по тарифам, они не платят за всю сеть. Да? То есть мы подводим до границ участка. А второе, они получают налоговые льготы как приоритетные проекты в виде налога на имущество, налога на прибыль. То есть они заходят, получают землю или покупают землю? Ну, арендуют. Для строительства. Да, для строят, получают себе объекты в собственность, да. подключаются к сетям и живут там, развиваются. Да. То есть они тем самым сокращают прединвестиционную фазу. Какой срок на запуск проекта? Вот есть желание, пришел человек и говорит, я хочу построить у вас завод по производству пирожков. Сколько времени пройдет, пока вы дадите документы на стройку? Но сейчас у нас документы на стройку вот в рамках оси, в рамках того, что сокращается, у нас, по-моему, если не изменяет память, подключение к сетям 42 дня, к электросетям, разрешение на строительство мы тоже там... Ну, после изготовления проекта. Да. То есть тут много составляющих. Во-первых, составляющие какой продукт и так далее. Классно, друзья. Прекращаем радийную трансляцию, уходим мы в эфир социальных сетей говорить про гуманитарные проекты, про культуру как двигатель экономики и все такое, что является основой креативной экономики. До новых встреч. Никакого секрета.